Добрый вечер, уважаемые телезрители. 29 сентября ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день сердца. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смерти в мире. Ежегодно в мире около 17 миллионов человек умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всемирный день сердца проводится по инициативе Всемирной Федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения с 2000 года. С 25 сентября в нашей Сулейман-Стальской районной больнице стартовала неделя здорового сердца, в рамках которой проводились мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о болезнях сердца, правильном образе жизни для их предупреждения и пропаганде профилактических мер для уменьшения смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. В этот день поликлиника Сулейман-Стальской ЦРБ открыла свои двери для желающих оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Всем желающим измерили артериальное давление, частоту сердечных сокращений, определили уровень глюкозы и холестерина в крови, были проведены консультации, беседы, раздали памятки по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, провели опрос, анкетирование пациентов. Ну, как уже известно, сердечно-сосудистые заболевания широко распространены по всему миру. Именно они являются часто причиной смерти, причем с каждым годом эти болезни молодеют. И уже сегодня инфаркты случаются у мужчин даже в 30-летнем возрасте. Важен также тот факт, что наибольший процент сердечно-сосудистых заболеваний и смертей от них характерны для стран с низким уровнем жизни, что свидетельствует не только о влиянии уровня медицины на риск неблагоприятного исхода, но и о том, как сильно на здоровье человека влияет также и образ жизни. Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и о профилактике. Ну, факторы риска можно разделить на устранимые и неустранимые. Неустранимые – это данность, то, с чем нужно считаться, то, что вы не можете изменить. А устранимые факторы – это уже те факторы, которые мы можем изменить, внеся коррективы в свой образ жизни. Неустранимые факторы – это, конечно же, пол. Мужской пол является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Статистически доказано, что у мужчин, что неповрежденные атеросклерозом артерии встречаются лишь у 8% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Второй фактор – это наследственность. Если ваши родители или близкие кровные родственники болели, страдали артериальной гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, то риск заболеть, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у вас повышается на 25%. Также, что хотела бы сказать про устранимые факторы. Устранимые факторы, как уже говорилось, это то, на что мы можем повлиять. Это, конечно же, вредные привычки, курение. Курящие люди умирают от ишемической болезни сердца в 2 раза чаще, чем те, кто никогда не курил. Всем известно, что курение негативно влияет на сосуды. Ну, конечно же, еще такие вредные привычки, как злоупотребление алкоголем. Тоже фактор риска, который необходимо исключить. Артериальная гипертензия. Известно, что хронические
Повышенное артериальное давление увеличивает риск развития ишемической болезни сердца в 3 раза, не менее чем в 3 раза. Также к устранимым факторам мы можем отнести избыточный вес. Избыточный вес мы можем определить с помощью индекса массы тела. Определяет ваш лечащий врач, то есть при посещении определяет индекс массы тела. Если индекс массы тела от 25 до 30, то это говорит об избыточной массе тела. Если же более 30, то это уже ожирение. Также устранимый фактор – это сахарный диабет. Сахарный диабет повышает риск развития ИБС и заболеваний периферических сосудов несколько раз, а также усложняет течение болезни. Низкая физическая активность также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний в 2-3 раза. Неправильное питание, употребление в пищу животных жиров с повышенным содержанием холестерина увеличивает риск развития атеросклероза. В свою очередь приводит к ишемической болезни сердца. Следующий фактор – это абдоминальное ожирение. Превышение нормальных значений обхвата талии у мужчин более 94 см, у женщин более 80 см уже говорит о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также к устранимым факторам можем отнести стресс. Хронический стресс способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а острый стресс может стать катализатором и толчком к возникновению опасного для жизни приступа. Хотелось бы отметить, что наличие одного из этих факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте от 50 до 69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов в 5-7 раз. Теперь хотелось бы поговорить об основных мерах профилактики, что необходимо сделать, чтобы предотвратить эти факторы риска. То есть необходимо бросьте курить и ограничьте себя от пассивного курения. Откажитесь от употребления алкоголя. Контролируйте свой вес, питайтесь правильно, больше двигайтесь, научитесь контролировать стресс. Конечно же, необходимо определять уровень холестерина и глюкозы в крови. При превышении этих цифр обязательно обратиться к врачу. Контроль артериального давления. Контролируйте свое артериальное давление. Кроме самостоятельной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, важным элементом мониторинга состояния здоровья в данной области является и, конечно же, современный медицинский контроль. То есть осмотр врача-терапевта 2 раза в год. Активно участвуйте в диспансеризации. И помните, даже небольшие изменения, внесенные в образ жизни, могут замедлить старение сердца. Никогда не поздно. Будьте здоровы!